Последний национальный чемпионат Обилимпикс впервые проходит дистанционно. В этом году Ингушетия заявила участников по 5 компетенциям. Одна из них – учитель начальных классов. За 1,5 часа участница готовится на заданную тему, а далее за полчаса дает урок. Снимать внутри во время проведения экзамена строго запрещено. Присутствовать помимо самого участника может лишь эксперт площадки и специалист, отвечающий за техническую часть. Айшат Чехкиева волнуется перед началом чемпионата. В конкурсе, как и все другие, она участвует впервые. Мне сказали, что будет урок русского языка 4 класс, получение новых знаний. И я готовилась дома, взяла учебники 4 класса, посмотрела все темы. Также в интернете смотрела, как провести урок русского языка. И так и подготовилась. Тем временем, пока Айшат приступает к выполнению задания и презентует свои навыки преподавания жюри, Зарема Сокалова уже прошла финишную черту. Ее направление – медицинский социальный уход. Перед началом эксперты внесли 30% изменений, так что без сюрпризов не обошлось. Однако Зарему это никак не застало врасплох. В своих силах она была уверена. Готовились мы тщательно, отрабатывали каждый момент. Нам изначально мы думали, что будет около 40 минут, а так как час, мы пытались уложиться в нужное нам время. По итогу вышло так, что у нас время осталось запас еще около 10 минут. Все мы разные, но права у нас равные. Девиз Обилимпикса 2020. И неспроста. Чтобы в прозрачности чемпионата никто не сомневался, за эфиром следят эксперты. Их задача на площадке – это составление протоколов в случае нарушений и оформление документации. Фирдоус Аушева поделилась, что сложнее для конкурсантов, по ее наблюдениям, отвечать дистанционно. Таких грубых замечаний нет, но волнение сказывалось. Что-то по мелочам она не договорила. Но это было очень... Такие несколько моментов только было. Но я, можно сказать, довольна сегодняшним выступлением. Как там нас оценит, это одному Богу известно. Всего в чемпионате по России участвует больше 11 тысяч человек. Регион представляет 5 отобранных участников по разным направлениям. Это туризм, массажисты и бисероплетение. В общем, остаются лучшие из лучших. Участники от 14 до 65 лет показывают свои профессиональные навыки. И они здесь самореализовываются. Дальше они могут продолжить обучение или трудоустройство, в зависимости от их выбора. Ингушетия присоединилась к движению Обилимпикс в 2018 В первый же год участия представитель нашего региона занял 1-е место по направлению туризм. Организаторы надеются, что и сейчас участники от республики возьмут призовые места. Конечно, в предыдущий год было больше людей у нас, а в этом году, так как запреты, количество людей ограничено, поэтому график был сделан так, чтобы участников было поменьше на площадке. Имеется в виду участников мы разбили 10 компетенций, 3 компетенции, по 3 компетенции, чтобы количество прибывших в наш колледж было поменьше. Узнать результаты участники конкурса смогут уже 29 ноября, в последний день национального чемпионата. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24.